Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина, который изменит вашу жизнь. Давайте посмотрим, кто он такой и как он изменит вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои дорогие, отсыпка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Смотрите, показывают вас и показывают, что у вас какое-то удрученное состояние. Кто-то из вас откровенно устал, усталость, выгорание, депрессия даже может быть. У кого-то из вас очень серьезные проблемы в жизни, с которыми вы стараетесь бороться, справляться, но это очень тяжело. Вообще какая-то именно усталость от всего. И еще идет какое-то разочарование в жизни, в людях, в мужчинах разочарование. То есть не самое лучшее время у вас сейчас. И еще я вижу, что вы как будто бы в огне находитесь. Какой-то огонь проблем, неприятностей. Да, вот такое состояние, что сил нет, но надо. Да? Нужно себя заставлять, нужно бороться, просыпаться, что-то делать, справляться. У кого-то еще, кстати, дети, да, ребенок, дети. И вы не имеете права дать слабину, вы не имеете права выдохнуть это все, да, просто расслабиться и, не знаю, выспаться банально. Тяжело, очень и очень тяжело. Вам помощь нужна, а помощи неоткуда, да, взяться. И у кого-то даже ситуация, что вы можете быть в отношениях, да, у вас есть отношения, но ваш спутник, он не только не помогает, он еще и дополнительные проблемы, нервотрепку создает. Как будто бы он у вас на руках, да, как ребенок, да, у кого-то. Но ребенок такой прям может устроить проблемы, и проблемы серьезные, скорее всего, устраивает. Потому что еще какие-то дурные привычки у этого мужчины, с которыми вы уже просто не можете мириться, да, вы это не выносите. То есть пользы какой-то от мужчины нет. Одно разочарование, досада и обида мне идут. Нужна помощь. Очень нужна помощь, вы об этом, кто-то думает, да, может мысленно к высшим силам обращаетесь и думаете, боженька, хоть чем-нибудь, да, хоть чуть-чуточки помоги мне. А кто-то уже и не думает, потому что вы разочарованы, да, вам нужна была помощь, вы просили, вы молили, а помощи как не было, так и нет, да, только лишь ухудшилась ваша жизненная ситуация. Почему-то мне еще идет как разочарование, да, полное разочарование во всем и во вся. И даже кто-то из вас в себе разочарован, да, потому что у вас были планы, мечты, амбиции, а жизнь как будто бы под откос полетела. И вы никак не можете остановиться, да, чтобы не падать, но идти в будущее. Смотрите, мужчина, который перевернет и изменит вашу жизнь, он как раз-таки начнет с того, что он будет вам помогать. Он окажет вам помощь, он окажет вам содействие, он поучаствует в ваших проблемах, в решении ваших проблем. Может, даже что-то на себя возьмет. То есть изначально этот мужчина вам будет помогать. Но помогать он вам будет, сейчас скажу, только не падайте. Потому что этот мужчина, он как-то, знаете, проникнется, что ли, вашей болью, вашей бедой, и у него сердце просто дрогнет. То есть вы в его глазах, знаете, как будто бы маленькая девочка, которая заблудилась ночью в лесу. Он вас пожалеет, да. Может быть, это не самое лучшее чувство, которое может испытывать мужчина к женщине. Но мне идет, что у него прям сердце зажмется, он скажет, бедная девочка, да. Какая жизнь суровая, какая судьба тяжелая. Прям
захочется что-то для вас сделать. И не просто сделать, а именно вот как спасти вас, что ли, да, вот какие-то такие эмоции у него. Нет, он не будет думать про героизм, он просто будет думать о том, что вот что я могу ей предложить, как я могу поучаствовать, как я могу сделать жизнь ее хоть немножко лучше, легче. Что сделать, чтобы она не ходила вот с потухшим взглядом, с грустными глазами, а чтобы она улыбалась. Да? Вот захочется увидеть вашу улыбку. Но это не так, что вы там в несчастном таком положении, он такой идет, вас увидел, такой, все, надо помогать. Нет, это как-то будет, что он то ли про вас узнает, то ли вы сами как-то обратитесь и расскажете о том, что вас мучит, что вас беспокоит. Может, с какой-то конкретной проблемой придете к нему, допустим, он там доктор, вы придете на прием, да, и помимо своей проблемы еще расскажете о своей жизни. А может, он какой-то, не знаю, чиновник, либо служащий. Ну, что-то в таком ключе мне идет. Он не простой человек. Нет, не простой. За ним, во-первых, люди стоят, у него очень хорошие связи, у него очень много прекрасных знакомств, да, с такими сильными мира сего. И сам он конкретно уверенно на ногах стоит. И у него, в принципе, в жизни все очень-очень неплохо. Очень неплохо. Сам по себе внешне он очень холодный, сдержанный и холодный, даже немножко как отстраненный. Вот смотришь на него, человек сам в себе, да? Кажется, что он как кусок льда, как айсберг какой-то. На самом деле это его внешнее, да, проявление. А внутри он очень адекватный, он спокойный, он уравновешенный. Он обладатель очень большого и доброго сердца. Он очень любит животных, он очень любит детей, он вообще любит помогать, да? Он хорошо воспитанный человек. И вот я вижу, что он о вас слышит вашу историю, да, от вас слышит, либо от кого-то слышит. И у него сердце так сильно сжимается, у него глаза на мокром месте будут. Прям как всю вашу боль почувствует. Очень эмпатичный, кстати, мужчина. А еще у этого мужчины, девочки, знак экстрасенса показан. Я не знаю, насколько для вас это важная информация, но, возможно, да, он обладает восприимчивостью, да, либо чутьем обладает, но что-то есть, и он с этим живет, он этим может пользоваться сознательно, либо неосознанно, но я вижу знак экстрасенса. И еще вот очки, то ли у него очки для зрения, да, он в очках ходит, то ли он ходит постоянно в солнцезащитных очках. Это как часть его образа, да, либо у него очень чувствительные к солнечным лучам, либо к яркому свету глаза. То есть либо очки, либо солнцезащитные очки, либо он комбинирует, да, в обычных очках для зрения и потом в солнцезащитных. Но вот очки точно показаны. И, кстати, в этих очках он людей прям насквозь видит. Почему-то мне идет, что он работает с людьми, да, вот его основная какая-то работа – это работа с людьми. И он за это время работы, работает он давно, прям научился видеть людей насквозь. То есть такого человека, как он, нельзя обмануть. Просто нельзя. Может, он даже, знаете, вот по каким-то внешним признакам, по лицу читает, но явно видит насквозь. И нельзя обмануть такого человека. В общем, тронете вы его, девочки, и он там чуть ли не расплачется, но быстро себя возьмет в руки. Он как-то даже как-то не покажет, да, что он тронут вашей историей, наоборот. Он будет максимально сдержанным, таким спокойным, отстраненным даже немножко. Но он вам пообещает приблизительно так, скажет, что я сделаю все, что смогу. И казалось бы, да, это просто слова, я сделаю все, что смогу. Как типичная отговорка, да, но не для этого мужчины. Во-первых, он человек слова, у него есть кодекс чести, свой собственный, очень строгий, кстати. А во-вторых, у этого мужчины, правда, огромные возможности. Я не буду говорить, что неограниченные, но огромные возможности. И если этот человек пообещал, то он точно сделает. Точно сделает. Как мужчина вы его рассматривать не будете, да, как мужчину. Не в том вы состоянии, да, не в том настроении.
и вы не смотрите на него как мужчину. Но даже если посмотрите, то я не думаю, что он вас как-то сильно впечатлит, да, либо у вас там обморок случится от его там неземной красоты. Нет, нет, такого я не вижу. Единственное, что могу сказать вашими глазами, вот видя вашими глазами, это то, что у него приятные черты лица. То есть не красавец, не какой-то там, знаете, модель, актер, и не какой-то там бабуин, да. Приятные черты лица, мягкие, может быть, черты лица, да, приятные. Кстати, опять же, он может быть и старше вас, и у кого-то прям гораздо старше вас. А может быть, он и не гораздо старше, но выглядит постарше, да. Опять же, это его амплуа, это его такой образ. Да, он умеет делать такое лицо, вот выглядит таким вот прям умным и старшим. И как о мужчине, вы о нем совсем думать не будете. Ну, прям совсем, от слова «никогда», да, вот как-то так мне идет. А он о вас, как о женщине, начнет думать буквально в тот же вечер. Понимаете, может, тут сыграет то, что да, вот он увидел, что вы в беззащитном таком состоянии, да, когда вас нужно спасать, помогать, и это тронет его сердце. А может быть, ну вот он отвлечется на то, что вам нужна помощь, но при этом запомнит, что вы очаровательная женщина, максимально привлекательная, очень красивая, да, вот какая-то неземная красота у вас. А потом уже к вечеру, да, он немножко подуспокоится, там придумает, как вам помогать, и начнет о вас думать и скажет: боже, она такая красивая, она такая красотка, она меня волнует. Вот как-то так не идет. И еще, девочки, он приставать к вам никогда не будет. Никогда. То есть там навязываться, как-то ухаживать за вами, да, вот этого не будет. Не будет, от слова, опять же, совсем не будет. Только лишь, если вы ему просигнализируете, да, сами как-то, как девочки там обычно улыбаются, там намекают, куда-то зовут мужчину, приглашают на чай, то есть давая понять, что мужчина, вы мне нравитесь, да, только лишь после этого он может начать за вами ухаживать. Но первостепенно, что мне идет, то, что он будет вам помогать, то, что он будет решать ваши проблемы, либо лечить вас, либо спасать вас, либо вмешиваться в вашу судьбу, в вашу жизнь и вытаскивать вас из какой-то пропасти. Вот именно так идет. Вам еще в жизни так никто не помогал, да, вот посторонний человек. Может, родители когда-то помогали, когда вам нужна была помощь, но так, чтобы посторонний человек помогал вот так вот прям конкретно, такого еще не было. У вас какие-то новые впечатления впереди идут, да, и благодаря этому мужчине. Могу сказать, что у мужчины есть семейный опыт, то есть, возможно, он, скорее всего, да, он был женат. У кого-то отыграется, что мужчина в разводе, у кого-то отыграется, что мужчина уже как вдовец, да, овдовел. Но если он в разводе, он сохранил хорошие отношения со своей бывшей, прям дружеские отношения, да, родственные, я бы даже сказала, это не дружба, это больше на родственные похоже. То есть он, в принципе, со всеми людьми в хороших отношениях. У него нет такого, чтобы он с кем-то был в плохих отношениях. В нейтральных, да, но так в основном в хороших. И если он вдовец, то он уже это все прожил. Прожил и отпустил. То есть там нету какого-то, знаете, упадания перед усопшей супругой, либо нет какого-то сравнения, там, никого ни с кем он не сравнивает, такого, таким не страдает. Да? Он умный человек, у него голова большая, у него много знаний, у него много опыта, он всесторонне развитый человек. Почему-то мне идет, что у него какое-то вот образование еще очень крутое. Да? Не просто там пошел в университет, закончил, он, скорее всего, дальше пошел, да? Дальше и намного дальше и глубже пошел. То есть учился много, да? Ему это нравилось, ему это нужно было. И сам себя сделал, да, он сам себя сделал. У кого-то еще может отыграться, что мужчина из какой-то вот благородной семьи, да, представитель какого-то благородного рода. То есть там голубая кровь, либо люди какие-то известные, там его предки были очень известными там людьми, да, тоже может быть. Про знак зодиака ничего не могу сказать, ровно как и про имя не могу сказать. Но имя какое-то, знаете, интересное, приятное. Вот есть неприятные имена,
Вот признайтесь, да, у каждого есть какое-то нелюбимое мужское имя. Вот. А есть приятные имена, то есть вам будет приятно называть его по имени. Имя мне почему-то идет коротким, либо он представляется каким-то коротким именем. Да, вот есть длинные, там, Александр, а он скажет: я Саша. Да? Для тебя я Саша. Короткое имя. Но это не привязывайтесь, да, может, это и другое имя. Может, у него, в принципе, короткое имя. Да? Есть же короткие имена. У вас идет встреча, и встреча такая, что либо вы к нему приходите, либо вы к кому-то приходите, а вас потом к нему подведут. Вот как-то так, да, человек скажет: ну, я там не решаю такие вопросы, давай я тебя подведу к тому, кто решает. Либо, например, если это доктор, да, вы можете прийти к своему там основному лечащему, там, семейному врачу, а он вас уже перенаправит к нему как к конкретному специалисту, да, узкопрофильному специалисту. Если доктор, да, я не могу сказать, какая у него профессия, я могу сказать, что у него работа очень серьезная. И могу сказать, что он прям суперпрофессионал, известный человек, да, не просто такой заурядный профессионал, а прям известный, его знают. В его кругах он прям занимает лидирующую позицию, вот прям 100%. Ну и вот вы начнете общаться по поводу ваших проблем, либо вашего здоровья, либо что там вас беспокоит. И каждый раз он будет вас удивлять тем, ну, насколько он обладает возможностями, насколько быстро он решает проблемы, насколько он хорошо разбирается в теме. Вот каждый раз будете выходить и улыбаться от него. Кстати, да, это была его цель — увидеть вашу улыбку, и он этого добьется. И не один раз он увидит вашу улыбку. И вот так будете общаться. Ну а дальше сами посмотрите. И если вам мужчина откликнется со временем, допустим, да, понятно, что когда вы в проблемах, вам не до любви, не до личной жизни. Ну, я думаю, что вы подадите ему сигнальчик, да, и он умный мужчина, он поймет. Если же, ну, по какой-то причине вы не рассматриваете, да, отношения с этим мужчиной и предпочитаете просто, да, оставить как есть, то вы, скорее всего, будете, ну, может быть, дружить, а может быть, время от времени общаться. Да? Он может вам и написать, спросить, а как у вас дела, как настроение, да, какие-то такие вещи. И еще я вижу, что если вы не будете с ним вместе, у кого-то есть такая тенденция, то этот мужчина всегда будет о вас помнить и всегда вам что-то будет подбрасывать, да, какие-то хорошие идеи, какие-то хорошие возможности. Он будет обращать ваше внимание на что-то, на что вы не обращаете внимания, либо не знаете. Он будет пытаться куда-то вас устроить, либо направить. То есть он не оставит вас, понимаете, не оставляет. Он не навязывается, не требует от вас ничего, но при этом он вас не оставляет, и вы время от времени общаетесь, и от него вот какое-то добро идет, помощь, поддержка, подсказки, вот как-то так не идет. Не будет он бегать за женщиной, никогда не будет бегать. Вот честно говорю, даже если влюбится до синих помидорчиков, все равно не будет бегать. Ну, не его это, понимаете, не его. Почему-то мне кажется, что он больше как какой-то воздушный знак, знак воздуха. Опять же, может, потому что он такой умный, может, потому что так много всего добился. Ну, такой непростой человек, непростой. Не живет на показ однозначно, но там есть что показать. Прям серьезно есть. В плане, ну, вот, интимной жизни заботливый. Да? То есть он не будет думать только лишь о себе, он в первую очередь подумает о женщине. Нетребовательный, порядочный. Еще мне почему-то про его аккуратность показывают. Педантичность, аккуратность. И он не будет, например, там, требовать, чтобы вы там до блеска натирали, не знаю, там, стаканчики. Да? Он сделает это с удовольствием сам. Ну, либо он вызовет профессионального человека, который вот прям учился, научился и до блеска натирает стаканы, допустим, либо пол до блеска натирает. Вот как-то так не идет. Вот если вы с ним свяжете свою жизнь, то в быту он просто идеальный. Идеальный тем, что вот сам ничего не будет от вас требовать. Если может, сделает сам. Если не может, то он вызовет того, кто профессионально это сделает. Единственный его минус – это то, что он живет на работе. Вот
Много времени он отдает своей работе. Ну, потому что его работа – это его призвание, это его любовь. Может быть, как ревность у вас к тому, что он много времени на работе проводит. Ну, опять же, да, лучше на работе, чем где-то с друзьями в сауне, да, согласитесь. Если вот так вот сравнивать. А представьте, у вас муж 24/7 с вами рядом сидит. Оно вам надо. Оно вам надо. Представляете, как вы от него устанете? Ну, что есть, то есть. Девочки, его первоначальная как цель, да, почему он направляется в вашу жизнь, его направляют высшие силы, это для того, чтобы вам помочь. Помочь в вашей сегодняшней, текущей, неблагоприятной ситуации, да, помочь. А дальше, вот если он вам нравится, да, у вас может случиться и любовь, и даже семья может случиться. Если вы понимаете, что он вам не нравится, никто не будет за вами бегать, никто не будет вас принуждать, уговаривать и прочее. Этого не будет. Даже если вот он влюблен в вас, он все равно не будет бегать за вами. Не будет навязываться, не будет ничего от вас требовать. Это прям будьте спокойны. Вот тут он очень благородный человек. Благородный. Кто любит, чтобы за ними побегали, это прям нет, не будет. Не будет, и все. Ну, у него такие, наверное, принципы, да, навязываться никогда не станет. Вот, есть мужчины, которые прям прилипалы, да, но это точно не будет. Когда у вас с ним знакомство произойдет, ну, я думаю, что весна, вот этот период, да, весенний период. Если будете смотреть чуть позже, то в течение 2 месяцев. Я вижу 2 периода и вижу цветы. Ну, когда у нас цветы? В основном весной у нас все расцветает, да? Либо, может быть, речь идет о каких-то определенных таких больших цветах. Но, как по мне, так это какие-то пионы, да? Пионы, когда в мае цветут. Хотя тоже сорта разные бывают. Опять же, в разных широтах они по-разному цветут. Может быть, вот у вас какие-то специфические большие такие цветы на пионы похожие цветут. Потому что это и не пионы, может, это какие-то чайные розы. Вот когда будут цвести вот эти цветы? Может, вы вообще в Австралии живете, да, и у вас сейчас зима начинается. Ну, то есть у вас осень, да, летом будет зима. Ну, какие-то цветы должны расцвести. Смотрите, то, что вам суждено, тут точно будет. То есть если суждено с ним встретиться, познакомиться, то вы с ним встретитесь, и вы с ним точно познакомитесь. Вот как-то так показали. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.